Начиная свое путешествие по ФАТ-Кавказу, наша съемочная группа насчитала около 100 единиц техники и столько же рабочей силы. Магистральная трасса благодаря работам уже обретает свой окончательный вид. Строительством дороги занимаются сразу несколько бригад. Участок на 91-м пикете должен был быть сдан еще летом, но археологическая находка заставила заморозить строительство и переключиться на другой участок. Сейчас работы здесь возобновлены и задействована необходимая техника. В данном участке идет отсыпка земляного полотна. Протяженность участка примерно 1 километр 200 метров. Значит, работы будут вестись примерно в течение месяца. Землю будут сыпать до уровня существующего асфальта. Рельеф федеральной трассы изначально идеально сочетает наклон угла и протяженность подъема. Чуть дальше, на 102-м пикете, рабочие приступили к установке второго моста для односторонней дороги через реку Сунжа. Дорожники предусмотрели на мосту и наклон к центру вращения. Ограничение на скорость остается такой же – 90 км в час. Ну а до начала эксплуатации моста осталось чуть меньше месяца. В настоящее время ведутся работы по монтажу балок перекрытия, пролета балок перекрытия. После монтажа балок перекрытия производится работа по армированию межбалочных пролетов. После армирования заливается бетоном. После этого идет газоизоляция, идет бетонирование самого моста 10 сантиметров, потом асфальт. Мост, 3 крупные развязки, 8 разворотных петлей, около 9 миллиардов рублей осваивают на реконструкции ФАТ-Кавказ. В Карабулаке готовится к постройке одной из самых сложных конструкций. Это 3-я развязка на протяженности всей магистрали в Ингушетии. На данный момент в работе находится центральная опора, опора номер 2, и береговая, опора номер 3. Здесь на 3-й опоре установлена залита шкафная стенка, на 2-й опоре установлены стойки с последующим устройством ригеля и укладки балок пролетного строения. Асфальтобетонное покрытие у нас здесь устроено по основному ходу. Имеется разрыв 120 метров. После уже готовности мостовых конструкций будет устроен сквозной проезд по асфальтобетонному покрытию. На 169-м пикете до 259-го уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Это участок протяженностью в 10 километров. По этому же периметру отсыпана и обочина. Осталось до конца установить барьерное ограждение и стандартную разметку. Освещение будет в населенных пунктах и на развязках. Протяженность полностью до 25,5 километров освещения у нас будет. Шумозащитные экраны будут устроены где-то на протяженность участка 9 километров. Барьерное ограждение где-то больше 120 километров у нас будет полностью на всем участке. Из-за ускоренных строительных работ на федеральной трассе часто меняют правки по передвижению, перестраивая дорожный поток временными объездами, в связи с чем у водителя автотранспорта появляется путаница. Знаки об изменениях расположены везде, но невнимательность владельцев автомашин приводит к дорожным происшествиям. Особенно ночью, когда поле зрения человека снижается в 2 раза. Но и на этот случай поставили фосфорные ограждения. А самым проблемным для жителей местом стал Магасовский круг. Проблем был, с 9 до 8 схаи, запунит скол някъде машина шолду қойылыш. Анца развязк някъш хамят толдорик, ezик парато гер нахалилыш. Просто солдук движение халыра измака хамдас. Каждый день в час пик здесь образуется километровая пробка, начиная с 6-й школы до поста. Поездка на работу для водителей стала настоящим испытанием. На Магасовском кольце у нас были определенные трудности с грунтами. Там, на данный момент уже все отрегулировано, уже день-два приходит техника, буровая установка, количество 2 единиц, и начнем работать. До конца года, я думаю, там процентов на 90 уже будет выполнено. Во время перепадов климата и морозов асфальтоукладочные работы будут прекращены, но это не повлияет на срок сдачи объекта. Рабочие займутся земельными и бетонными работами, подготавливая основания для укладки полотна. По проекту сдача объекта запланирована на конец 2020 года. Также параллельно ведутся переговоры о выкупе земельных участков близ прилегающих магистральной дороги. Рина Цичоева, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.